Однажды Сенека сказал, как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание. И словно в подтверждение этих слов в стенах колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга зазвучали новые голоса, голоса великих писателей, философов и историков. Здесь, где рождаются формы будущего, открылся источник мудрости прошлого – книжный клуб «Кадр». Пользуясь случаем, я бы хотела предупредить наших ребят, что у нас в библиотеке, кроме наших пособий и учебников, есть художественная литература. Есть очень много биографических очерков. В колледже воспитывают не просто специалистов, а творцов, способных видеть мир объемно и метафорично. Книга – это первоисточник этой способности. Кадр задуман как пространство без границ. И потому здесь будут звучать голоса не только на русском, но и на английском и немецком языках, открывая студентам весь спектр мировой культуры. Это мост, перекинутый через лингвистические барьеры. Чужую разделить печаль и муки тяжкого страдания. Я там могу найти себе отраду, жизнь, упоение. И там, наперекор судьбе, искать я буду вдохновение. Die Vernunft wie ein Fluss trocknet und ältert, wenn wir Bücher aus den Händen lassen. Haltet ein Zuhause als arm, wo es nur darum geht, den Magen zu füllen. Для Адама Зангиева, человека, выросшего в сердце Европы, в Вене, язык всегда был ключом к пониманию души народа. Переехав в Ингушетию, он открыл для себя новый прекрасный культурный код. Теперь парень хочет передать этот ключ другим. Книжный клуб – это идеальная площадка для такого диалога. На его базе откроют и языковые курсы, где через литературу, через обсуждение великих текстов ребята погрузятся в живую языковую среду. Здесь ждут всех, кто хочет говорить с миром на одном языке – языке знаний. Именно изучать языка, конечно, можешь просто обычного метода учиться, да, но это недостаточно будет. Тоже литературный язык нужно. Как в России люди говорят как Пушкин, мы должны говорить как братья Гримм, немецкий, или как Шекспир. Студенты признаются, всегда найдется причина, почему нет времени на чтение. А такой клуб мотивирует, объединяет людей с общими интересами. Это место, где можно обсудить прочитанное и узнать что-то новое. По словам учащихся, им просто не хватало точки сбора, такого магнита, который притягивал бы книги. Кадр – это и есть такой магнит. Это сообщество, где мысли находят отклик, а внутренний мир обогащается благодаря дискуссиям. Мое отношение к литературе очень добросовестно, потому что я очень сильно интересуюсь историей, чтением и прочими историческими вещами. Что касаемо книжного клуба, который мы сегодня открывали, я думаю, он беспрекословно пойдет на пользу данным ученикам. Открытие книжного клуба в нашем колледже – это очень прям большое, хорошее событие. Это очень поможет студентам, у которых нет вблизи рядом библиотеки. Они смогут просто зайти, посмотреть книги, взять для себя что-нибудь новое из этих книг. А теперь о главном, что же студенты будут читать в первую очередь. Выбор пал на труд Льва Гумилева «От Руси к России». Книга посвящена становлению русского государства от княжеской эпохи до империи. Это как раз тот случай, когда учебная литература выходит за рамки обязательной программы и становится увлекательным исследованием. Амина Зязикова, Абдулла Тангиев, Магаз 24.